еще не в эфире. В эфире. Ассаламу алейкум, Сюрдикёль, Масера Хусейн Сюрдикёль, Машволь. Добрый вечер, приветствую всех. Ассаламу алейкум, ассалям. Сегодня 18 марта 2021 года. Мы снова на канале Реалити. Среда Исханова, как обычно. Уже как обычно мы перемещаем иногда на четверг. Хусейн, рад тебя приветствовать. Добрый вечер. Ассаламу алейкум. По техническим причинам мы немножко выбиваемся из графика, но будем пытаться догнать. События в мире изменяются с такой большой, огромной скоростью, как мы видим. Не все с Россией и в России гладко, как они всегда думали, что кому-то мед, а кому-то там еще что-то такое, да. Так не бывает. Жизнь такая многогранная, как в одной книге человек, который смеется, Виктор Гюго, там мне понравилась одна цитата: «Каждый подъем вознаграждается спуском». Поэтому мы тоже чеченский народ, который с таким трудом эти долгие годы ползем в горы. Вот я думаю, что наступает время, когда для нас тоже будет очень удобный, приятный спуск. Да. Мы постараемся так, чтобы не только наш народ был постоянно, да, в поисках или в такой затруднительной ситуации. Мы будем делать все, чтобы эти враги нашего народа, которые неоднократно провели геноцид над нашим народом, чтобы они тоже почувствовали на своей шкуре, что такое быть обездоленным, что такое лишиться родины, лишиться свободы и так далее. То есть сейчас время, как мы всегда говорили, время работает на нас. Вот это время как раз сегодня ярко видно, что оно работает на нас. Как наступление. Да, совершенно верно, Хусейн. Абсолютно ты прав. Как, впрочем, как обычно. Вот события, которые разворачиваются, которых ты сейчас уже, имел в виду, говорил об этом, на самом деле развивается стремительно. Да? Сейчас уже первый раз в истории, даже за время холодной войны, никогда руководители СССР не называли прямым текстом первые лица убийцами, там, преступниками и так далее. Реакцию Путина мы тоже видели, который там ответил. И сегодня еще Госдепартамент, представитель пресс-службы президента США уже сказала, что они придерживаются слов, сказанных Байденом, президентом, и подход к Путину будет отличаться от подхода предыдущей администрации. Сейчас тут как раз перед эфиром комментарии успел услышать. Будет отличаться. И вот, Хусейн, в связи с этим мы давно уже говорим о тех правах, которые нарушены у нас. Вы стоите, вот, с первых дней, Джахар Дудаев об этом еще говорил, о нарушенных наших правах. Его убили, потом первую войну победив, принудив, вынудив вот этих имперцев посесть за стол переговоров, победив, выкинув из нашей страны, но выкинув их так открыто, а вот скрытно мы так и не смогли. Точнее, вы так и не смогли, потому что вы этим всем занимались. Скрытно, которых вот предателей, агентуру и специх мероприятий. Сейчас уже хорошо видно, как это было, имея такой опыт, видя, как сейчас они в Украине действуют, и когда уже больших игроков они тронули, и эти игроки их начали выявлять, там, да, тот же западные журналисты Bellingcat, там украинские журналисты, там в какой-то степени и так далее. И наш опыт, и мы уже видим, как на ладони это все, что происходит. И вот в 2016-2017 году, продолжая вот свое вот убийство, геноцид чеченцев, они похитили наших молодых ребят,
обвиняли их там в салафизме, в радикализме, там во всем и прочем, обвиняли в связях с ИГИЛ. Мы знаем, что ИГИЛ профинансировался нефтью, и Люмжинов с ними торговал, отправляли наших и своих агентов в этот ИГИЛ. Ну, короче, мы знаем, что везде там уши ФСБ, КГБ, ГРУ торчат. И обвиняя нас в этом во всем, потом наша молодежь, которые сами же оболванивают, или там подгоняя это, да, просто не согласен, я, например, не согласен. И меня можно легко там, под террориста написать, что угодно, и тогда и тебя, и Ахмеда Закаева в этом обвиняли, требовали, и многих невинно обвиняли, и сажали, и убивали, и помогали. Грузины выдавали, украинцы выдавали, другие страны. Все помогали геноциду, думали задобрить. Да, это исторический факт, который никуда не деться нам от него. И вот сейчас, Хусейн, появился наконец-то человек, который не выдержал вот этого, там, в силу разных обстоятельств, уже когда интернет, ну и вот эта пропаганда пробуксовывает уже, да, попадают в эту систему люди, которые уже с детства вырастают в пропаганде, заходят в это, потом смотрят, да, они совершают какие-то действия, потому что все так живут, но когда уже переходят все границы, они говорят, стоп, это уже что-то ненормально. И вот эти люди начинают говорить. Сейчас заговорил Сулейман Гизмахмаев. Открыто выступил, давно он это сказал. Сейчас там начинается вот эта паника. Хусейн, расскажи, вот как ты видишь ситуацию этого развития, что можно сделать, как мы можем помочь Сулейману, который... И вообще, стоит ли ему помогать? Мне некоторые говорят, Хусейн, что как ты сразу, Елена Милашина, ФСБшница, Сулейман там был их там сотрудник, зачем ты ему помогаешь? Там, комментарии мне такие люди пишут, я их даже не убираю, чтобы люди видели, и мнение есть, хотя я не согласен с этим. Хуну Архит, Хусейн, расскажи свое мнение. Хоть и долго я говорил. Да, да, сегодня ситуация, которую мы, честно говоря, ждали. Мы ждали, пока кто-нибудь найдется, да, какой-то человек, который будет говорить изнутри, оттуда вынесет эту правду, да, эту правду, прикрытую ложью, обложенную ложью, да, вся пропаганда российская, все средства массовой информации и даже некоторые мировые работают на то, чтобы прикрыть ложь, которая происходит в Чеченской республике, оккупированной Чеченской республике Ичкерия. И осуждать сегодня, ну, это самый легкий вариант, например, сесть под ником, да, там котик, собачка, и там на человека наговаривать, вот он там работал, не работал, туда-сюда. Во-первых, надо говорить о том, что, вот, как ты правильно заметил, эти ребята выросли, да, вот этому парню, о котором мы сейчас говорим, ему было год, когда началась война. Вот год, он фактически вырос в войне, да, он абсолютно не может знать ни политической ситуации довоенной, ни истории нашего народа, потому что, как мы знаем, сегодня, да, сегодняшней даже ситуации, в детских садиках, в школах, везде поют песни, там, ну, 23 февраля, День Отечества, защитника Отечества, там, 8 марта, день еще чего-то такое, да. То есть эта пропаганда, она работает и промывает мозги молодежи. И вот этот парень точно таким же образом попал в эту колею и без как бы, ну, в такую ситуацию поставили людей на сегодняшний день выбор, да, дома для молодых людей, которые хотят жить и которые хотят немножко заработать и прокормить семью. Только выбор идти или в милицию, или в армию, или же там бичевать где-то, да, где-то бичевать, имеется в виду где-то на стройке, потому что, насколько я знаю, на стройке, и я знаю людей, которые работали на стройке, не платят денег, на стройке кидают этих рабочих. У рабочего нет никаких сил или таких возможностей, да, забрать заработанные деньги, это мы знаем. И только человек с ружьем, да, имеет какой-то вес дома. Имеет вес, и то, если он там какой-то командир или начальник. Остальные рядовое звено там абсолютно наивно идут работать в милицию или в полицию, как она там, Национальную гвардию, в надежде на то, что
ну, не будет задействован в каких-то делах, будет опасаться, будет честным, хорошим, якобы там для защиты народа идет якобы, да, но их втягивают, как знаем, втягивают в эти преступные дела, втягивают убийства, морают руки, вяжут кровью и так далее, чтобы у человека не было никакого выбора, чтобы он не мог оттуда вообще никогда выйти из этого круга. И поэтому осуждать такие вещи, наоборот, нельзя. Надо поощрять это дело, потому что чем больше ребят поймут, осознают, чем больше людей, эти люди, о которых я сейчас говорю, это чьи-то же родственники. Наверное, из тех, кто здесь пишет, сидит на той стороне экрана, какие-то двоюродные, троюродные соседи. Кто-то, может быть, работает в этой полиции, да? Может, кто-то из них тоже думает так, как думает этот парень. Может, кто-то пытается тоже оттуда выйти каким-то образом, да, а мы своими действиями, осуждая их, не даем им шанса даже, не даем шанса выйти. Наоборот, надо поощрять. Я вот такого мнения, потому что другого ни варианта у них нет, ни варианта у нас нет. Мы должны, ну, конечно, полностью там кто убивался, такое, это должен, ну, любое преступление, которое совершено, должен разбираться суд с этими делами. Есть презумпция невиновности, где мы не можем никого осуждать и говорить, что вот он именно убивал, если мы этого конкретно не знаем. Но в данном случае речь идет о убийстве народа, о массовых убийствах, да, вот этого последнего, вот эти времени 27 человек, о которых мы говорим, и убийства до этого, как мы знаем, да, скрытые убийства, которых мы еще не знаем, которые мы потом, возможно, кто-то еще расскажет о том, что видел. Чем больше будет свидетелей этих убийств, тем, значит, конец этой истории оккупации Чеченской Республики российскими оккупационной армией, оккупационной администрацией придет быстрее конец. Да. Вот я думаю так, потому что осуждать легче всего. Я думаю, что этот мужественный, достаточно мужественный поступок, который совершил этот парень, он поставил на карту и свою жизнь, и жизнь своих родственников. А мы знаем, что шутки там с этими людьми, ну, с его другом, в частности. Да, я читал вот его интервью в «Новой газете», где его друг, который присутствовал при убийстве, да, и он своему то ли родственнику, кажется, да, рассказал вот эту историю и пропал потом. Это же ужас какой-то. Этот родственник, похоже, его там издал и побоялся не донести дальше. В общем, наш народ в очень бедственном положении. Бедственном, но страшно. Просто не то, чтобы народ бедственным. Мораль, ну, в общем, деградирует. Общество деградирует, и деградирует не добровольно, как мы видим, да, деградирует насильственными методами. Очень сильно проявляются эти моменты стукачества, заложничества и так далее, договоров. Это все вот эта мерзость, да, которая в нашем народе, в моей молодости я никогда не видел и не слышал, откуда она взялась. Я не знаю, но сегодня настолько омерзительно слышать о таких вещах, омерзительно слышать, когда старики с такими белыми бородами осуждают не ту сторону, которую надо осуждать. Именно осуждают не Хусейн, вопрос один. Когда шла война, Басаев сказал, что по некоторым данным русские завербовали там 40 тысяч или 20 тысяч человек. Ну, практически все мужское там и часть женского населения, не наше, взрослого там, да, какого завербовали, получается. Эти люди, вот, они в этой среде общаются, доносят, стучат там и так далее. Эти люди могут каким-то образом как бы восстать против вот своих вот этих вербовщиков, да, чтобы они сказали: господа, вы ведь используются просто для уничтожения всего народа. И этих 40 тысяч, или может там не 40 их, может там 10 тысяч,
5000 это огромное число. Да. И цан эти, может, люди сами, ночью будешь, может, они сами как-нибудь между собой там по иерархии определились бы, командира выбрали бы, сказали, господа, короче, может так как-то, как думаешь? Ну, ты знаешь, Асан, пока ситуация не дозреет, да, она должна обязательно дозреть, и ожидать просто так какого-то чуда, конечно же, не приходится. Чудо совершают люди, чудеса совершают люди. Вот есть этот хороший сейчас пример, который мы с Сулейманом, да, очень хороший пример для подражания, хороший пример. Это пример, когда человек пытается выйти из ада, да, в который он по глупости, по молодости очутился. Этот пример надо поддерживать, этот пример надо распространять, и люди, которые хотят, чтобы в дальнейшем, да, их семья, их род не пострадал, потому что мы, как знаем, у чеченцев очень далеко заходят в эти всякие дела, кровной мести и так далее. И для того, чтобы в будущем, да, в будущем на своих детях не оставить кровь невинных людей, эти люди, конечно же, сегодня должны думать, как выйти из этого положения. Те, кто управляют вами, дорогие сограждане, они уже переступили давным-давно красную линию. Им уже терять абсолютно нечего. Они пошли ва-банк. В любом случае они надеются, да, что их деньги наворованные, там миллиарды, миллионы, не знаю, сколько у него денег, и где-то затаренные, что эти деньги им помогут скрыться где-то. Ну, в нынешней ситуации это наивно думать, что где-нибудь в мире можно скрыться, да, потому что, как вы знаете, по элементарному отпечатку пальцев и компьютер показывает фамилию, имя, отчество, домашний адрес и так далее, и всю твою биографию. То здесь уже это по фотографии, да, и фотографии. Уже абсолютно бесполезное дело пытаться в нашей ситуации где-то скрыться. Потому что днем и ночью преследует телефон, да, GPS, куда бы ты ни пошел, где бы ты ни находился, ты всегда находишься под глазом, одним словом, спецслужб. Поэтому вот людям, которые не задействовали, люди, которые еще не запачкали, или люди, которые хотят реабилитировать себя в будущем, да, хотя бы вот такими действиями, надо думать головой, надо думать о том, ну, как жить дальше, потому что вот этот кайф, который и у Путина был кайф, да, до сих пор, всемирный такой, знаешь, как бы пахан, какой-то, да, правитель мира, типа этого, да, сегодня он стал ханыгой, обычным барыгой, да, чмошником, его просто зачморили публично, да, это такая ситуация. Поэтому с падением режима Путина, да, он тоже не вечный, мы же знаем, никто не вечный, и завтра, послезавтра, кто его знает, из его друзей, может быть, новичок ему подмажет куда-нибудь, тот же повар Путина. И все, эта пирамида рухнет. Пирамида, которую построил Путин, да, и где-то сидит, она построена, причем в обратную сторону, да, пирамида. Здесь Путин, и все на нем. Вот стоит внизу это убрать, рухнет. Если бы она в обратно нормально стояла бы, да, народ, там, она бы удержалась. А так как она построил Путин вверх ногами ее, она не может держаться вечно. Вот пока он балансирует, она будет. Как баланс уйдет, это все рухнет. Поэтому надо думать сегодня головой, думать о том, что будет с нашим народом, думать о том, что с каждым его членом семьи будет, потому что за это все равно, за все преступления рано или поздно придется отвечать, а придется все равно. Поэтому ой ли ез. Хосе, ну вот тогда возникает, дальше если идти, да, вот ситуация возникла, появился человек, который решил выйти и рассказать всю правду. Рассказал. Дальше какие действия могут происходить? Вот сейчас мы видим, собрали весь полк, и полку Милашиной прямым текстом прям стоят, обращаются к Путину и прямым текстом угрожают Милашиной. Говорят, если, короче, из нас кто-то один найдется, кто готов взять на себя, короче, практически он просит добро. Помнишь, как убили Политковскую, взял один на себя, вот эти Гайтай, вот эти родственники этого Гайтаева,
Милори Урус Ачой Мартанир, Ломали Гайтукаева. Ломали Гайтукаева. Его родственник, он там был как-то замешан, потом еще что-то. Короче, они сели, потом вытащили, опять сели, бардак. Было там дело. Ну, взялся, кто-то взял. На Немцова взялся кто-то, кто взял на себя, да. Имрана Алиева убили. То, что у них найдутся торпеды, они это говорят и так далее. Говорят, также будут Сулеймана убивать, вот этого Гизмахмаева. Говорит, что вот его надо наказать. И говорят, что вот мы родственников заставим это сделать. Прямо они так и говорят там. Это тоже, мы еще об этом поговорим, как Абдурахмана Автарханова, как Хасана Исраилова, Абдурахмана нанимали, чтобы убить лучшего друга Хусейна Исраилова, он убил. Помнишь, он его не убил и перешел на Запад. Да. Абдурахман Автархан. Также он оказался на Западе. И вот смотри, ситуация как сразу разворачивается. Полк выступает, угрожает Милашиной, Гизмахмаеву. Потом они говорят, что мы... этот Чилаев, Замит или как, он говорит, мы должны взять на себя это. Прям прямым текстом. Такие простые парни стоят, здесь. Мы должны взять. Это как бывает, ну, чисто по они у них дальше мышления нет, по-пацановски, открыто, публично, он говорит, здесь. Ну, вот мы вдвоем с тобой совершили преступление, короче, и следователь знает, судья знает, что мы это вдвоем сделали, все знают. Ну, я говорю, ладно, я беру это на себя. Вот, и здесь, на Западе, или в России-то поймут. Вот к чему я веду все, если они сейчас, Следственный комитет возбудит дело, полк имени Ахмада Кадырова привлекут, там накажут Ирисханова какого-нибудь там, еще кого-нибудь там, и непосредственно душителей этих докажут. Кадыров, главарь банды УФСБ по Чеченской Республике, вот этот Игорь Хвостиков, говорящая фамилия Хвостиков, эти люди уйдут, получается, от ответственности. Или же мы, как граждане Ичкерии, и Сулейман Гизмахмаев, тоже гражданин Ичкерии, он родился в год, год ему был, когда Дудаев пришел к власти там, и так далее. Он родился в Советском Союзе и никогда не жил в России, пока она не оккупировала, не дала ему, не поставила такие рамки и вынудила его получить этот паспорт. Или же это должно быть разбирательство на международном уровне. Вот что я хочу, к чему подойти. Чтобы не получилось такой между собойчик, там раз замяли, как с Немцовым это получилось, замяли, своего кого-то посадили, многие не привлечены ответственности. Политковскую убили, ни Путин, ни другие мерзавцы, преступники не наказаны. Вот эти... Ломали Гайтукаев, его племянники, они там получили там какие-то сроки и так далее. Как сделать так, Хусейн, или как правильно будет сделать так? В России это должно быть или на Западе это должно быть? Ну, здесь вообще, знаешь, давным-давно, да, идет вот этот процесс раздувания важности персоны самого Кадырова, да, как мыльный пузырь называют. И за этим пузырем прячется Путин потом. Чем больше пузырь, тем меньше видно преступника главного. А главный преступник сидит в Кремле. И вот мы должны постоянно об этом говорить и об этом помнить, что не Кадыров, Кадыров, я еще раз повторяю, завтра возьмут Путин, тот же Путин, напишет Сидоров, да, и вместо Кадырова там на второй день будет Сидоров уже, как в Дагестане был Васильев, да. Это же мы помним же, это буквально вчера было. И такая ситуация. Поэтому здесь вот эта подмена понятий, да, подмена, ну, попытка там видеть во всем мире дураков, да, она должна быть, конечно, пресечена в одно время. Мы и чеченцы, и здесь европейские политики не настолько наивные и не настолько глупые, да, чтобы этого не видеть. Ну, конечно, интерес самих жителей России, там, политиков российских, журналистов российских и прочее, конечно же, ну, мы не можем говорить, чтобы там даже Милашина, да, делала то, что невозможно для себя. Там. Я понимаю ее с одной стороны, и понимаю, ну, там, Ганушкину понимаю, там, других понимаю,
потому что они тоже все ходят на грани лезвия, да? Они могут быть На острие. как Политковская, Немцова, мы же видели, чем это заканчивается, Маркелова и так далее. То есть мы это понимаем, поэтому мы должны помогать. Здесь живущие в Европе чеченцы должны помогать, чтобы разъяснить эту ситуацию. Если ты посмотришь заявления, да, даже вот в Фейсбуке заявления разных людей, политиков, вроде писателей, там каких-то умных людей, они всегда упускают Чечню, да, Чеченская республика не упоминается нигде. Вот война, там Украина, Грузия и пошли дальше. То есть 300 тысяч чеченцев ничего для них, оказывается, не значит. Или они не знают об этом, или они наивно полагают, что можно так взять нас, как народ, как бы на свалку, что ли, пустить. Здесь и наша вина, Аслан, это и наша вина чеченцев, потому что мы даже сегодня не ведем себя адекватно сложившейся ситуации. Вот последнее, ты же ходишь на суд в Берлине, да, на суд по убийству Хангашвили, и там видно, какое отношение у нас к своему соотечественнику. Да? Своему герою. Вот, к своему герою, да, какое отношение у нас. Вот это отношение будет к любому из нас, к любому. Это надо понимать, если ты не заступился за другого человека, то другой за тебя тоже так же не заступится. Поэтому дело спасения утопающего, дело рук, как говорится, самого утопающего. Наш народ, да, вот, к сожалению, некоторые политики, ну так называемые политики, некоторые, вот многие люди не понимают, мало кто, если разбирается в политике, начинает играть вот этой религиозной риторикой, да? Начинает подмешивать политику с религией, смешивать все это. Получается такая, знаешь, гремучая смесь, которая может взорваться и не в нашу пользу, причем что и происходит, в принципе, да. Для того, чтобы нам здесь, в Европе, найти слушателей, нам надо говорить, да, или там сочувствующих нам надо научиться говорить языком, на котором понимают эти люди, то есть языком дипломатии, не языком религии. Мы вот все время вперед пытаемся, вот мы мусульмане. Ну, кто отрицает, что мы мусульмане? Никто же не отрицает этого, да? Мы сами пытаемся вот, усомниться в том, что мы мусульмане, говоря об этом все время, да, вот мы мусульмане, ты сам подвергаешь сомнению, что ты мусульманин. Это не нужно доказательства, не нужно на лбу написать. Это твое душевное должно быть состояние, и на этом оно должно закончиться. Все. Если мы живем и хотим вот в данном случае, да, получить помощь международного сообщества, поддержку международного сообщества, естественно, мы должны говорить на нормальном языке, который они понимают. Это язык дипломатии. Вот это самое главное. Если мы не будем этим говорить и будем пользоваться религиозной риторикой, то успеха не будет. К нам от нас отвернуться. Если ты помнишь вот это видео, как-то недавно я на него тоже наткнулся случайно, видео, где в 99-м, по-моему, 98-99 год, и там комментарий был по российскому телевидению, я его там комментирую, потом были и другие мнения там, о том, что я сказал, что вот эти игры в религии в тот период, да, в 99-м году, что они ни к чему хорошему не приведут. И председатель Евросоюза того периода, да, он потом заявил, что Чечня является как бы типа внутренним делом из-за страха, что у нас вот, возможно возникнут вот эти радикальные какие-то течения, да, которые потом будут разрастаться и угрожать миру, может быть, даже. Потому что мы, вот, чеченцы, никогда не сталкивались с этими вариантами и наивно полагали, что мы вот скажем сейчас, вот мусульмане, мы сейчас исламское государство как построим, будем палками бить людей, там все такое, шариат установим и так далее. То есть эти люди, европейцы, да, таких как мы, индейцев, видели уже, наверное, 100 лет. Видели, как разваливаются государства, видели, как они создаются государства.
эти люди помогали созданию государства или уничтожению этих государств. Что в нашем случае и произошло. Вот эта неправильная риторика, да, которую мы применяли в 99-м, послевоенный период, она привела к тому, что Евросоюз сказал, что Чеченская республика является внутренним делом России, что она должна быть частью Российской Федерации, и что в Чеченской республике должны действовать законы, соответствующие европейским законам. Точка. Больше даже говорить нечего дальше. Да? Сегодня, если мы этого еще раз не поймем, то, что мы сейчас пытаемся здесь вот с тобой говорить о том, что там надо то, надо это, оно в очередной раз получится внутренним делом России. Да? Вот эта Чеченская республика, эти все убийства, это получится как бы уголовные дела какие-то на этих Махмудов, Ахметов, каких-то там навешивают уголовные дела, командира полка посадят, может быть, еще кого-то на себя он возьмет, потому что дебилы, мозгов нет абсолютно, два слова связать не может. Да. Если в нынешней ситуации человек не может по-русски, там на месте живя, да, в русскоязычном пространстве, два слова связать по-русски, если не может, считай, что он в школу вообще не ходил. Да, даже. да. Он читать не умеет фактически. Да, он вот такой. Их поставили просто, да, они, эти люди, ну, как бы исполнители, грязную работу они исполняют, причем думают, что они такие все герои, что за это не будет, никогда не надо будет отвечать. Отвечать придется им. Да, Поэтому мы здесь, вот, мы должны, конечно же, в Европе подключиться к поиску правды, поиску людей, которые бы видели эту ситуацию, разъяснительную работу вести в Европе, и для того, чтобы, ну, как бы было понятно, да, что мы делаем. Понятно было европейцам, вот сейчас если американцы прозревают, то европейцы еще как бы ближе к России, и у них вот эти финансовые, там разные торговые дела, они мешают открыть до конца глаза. Ну, и это все происходит из-за нашей пассивности, черт побери, из-за нашей пассивности, из-за пассивности чеченцев, потому что нас нигде нету. Мы нигде никого не представляем, никакие мероприятия мы не посещаем, вообще ничем не занимаемся, ни на каких конференциях не присутствуем. А когда нас нету, то говорят о нас из-за нас, как нам сказали однажды в Женеве. Вот помнишь, ты был на форуме «Свободной России», так называемой, да, с Адамом. И сами видели вы, да, вот эту ситуацию изнутри. Вроде бы снаружи, казалось бы, да, ага, вот как эти люди хотят, чтобы Россия жила свободная, была демократическая Россия. Правовая. Да, правовая, да как вы туда вовнутрь попали, и все, вас затюркали сразу там. Моментом вы лишились права голоса, ну, в вашем лице весь чеченский народ, естественно, лишился права голоса, права возможности заявить о чем-то. Формулировка, да? Что мы представляем угрозу для участников. Представить. 2 человека, угроза для 100 человек. В общем, вас там назвали террористом. Да, правозащитник пришел, и король шеста говорит, что мы угроза, короче. Да, поэтому здесь вот, в этом плане, если мы не будем работать, если мы не будем присутствовать на всех мероприятиях, во всех, любые, неважно какая там, нравится эта организация нам или не нравится эта организация нам, да, мы должны быть там, потому что когда будет присутствовать чеченец там, да, он будет угрозой, он реально будет угрозой тем, кто врет против нас, да, кто пытается нас демонизировать, да, оболгать. Вот это реально будет угроза. Эти люди тогда не будут сметь даже говорить, открыть там рот, если он может так вот за кадром что-то говорить. А реально мы знаем из своей жизни, из опыта знаем, если вот этого болтунов, да, лицом к лицу поставить, и какой бывает, там, какая у них реакция бывает. Да. В этом плане. Хусейн, возвращаясь вот к ситуации, событиям по поводу вот этих убийств, массовых убийств, которые совершены вот этими террористами. Игорь Хвостиков, я немножко хотел бы справку дать по Игорю Хвостикову. О нем очень немного такое, она у него, ну как у КГБшника, она не так афишируется, его биография.
Игорь Владимирович Хвостиков, начальник УФСБ по Чеченской Республике, УФСБ России по Чеченской Республике, так называется эта банда в нашей оккупированной стране. Родился в городе Черкасске, окончил высшую школу КГБ СССР в 92 году. И как раз в 92 году она уже была переименована в Академию ФСБ в Москве, на Мичуринском проспекте она находится, по-моему, на Мичуринском. С 92 по 2012 год прошел путь от оперуполномоченного до первого заместителя начальника управления ФСБ по Ставропольскому краю. Сосед, то есть наш, черкесский, родился в Ставрополе, в Ставропольском крае работал. До первого замначальника доработался. В 2012 году по 2016 год начальником управления России по Пензенской области был. И с 2016 года, с марта месяца 2016 его переводят в оккупированную Чеченскую республику Ичкерию в 2016 году. В 16 марте они проводят какую-то работу и, видимо, проводят какую-то большую спецоперацию по ликвидации исламского бандподполья в Чеченской республике. А это такие, как ты знаешь, из Чечни это карьерные трамплины у них идут. Да. Поубивают там 20-30 Только людей. хотел сказать. Да, и потом сейчас он в Татарстане. А в 2020 году, в прошлом году, когда уже было расследование, московский механизм был создан, этот Хвостиков, Игорь Хвостиков, его переводят в Татарстан, то есть более крупный регион оккупированной России, или не оккупированный. И сейчас он является начальником управления ФСБ России по Республике Татарстан. Короче говоря, 16 года в марте он приходит. Они с этой информацией, полк Ахмада Кадырова, вот этот, который в Старопромысловском районе, получает информацию, как нам об этом рассказывает Сулейман Гизмахмаев. Едут выезды, задержания. Потом этот полк постоянно у них, представители ФСБ в этот полк постоянно приходят в ФСБ. И в это время, когда они вот январь, декабрь 2017 года, декабрь 2016 и январь 2017 неделями живут на территории полка. Круглосуточные допросы там, видимо, идут, пытки, сопоставления, выбить информацию. Там, целое дело надо составить. Потом должен Патрушев доложить, что вот мы боремся с террористами и так далее. Получается, они же задерживают, потом эти же от ФСБ приносят бланки о подписке о невыезде, после которых их потом казнят. Это все делает. Видимо, план полностью контролируется ФСБ по Чеченской Республике. ФСБ по Чеченской Республике контролируется Бортниковым. Бортников является непосредственным руководителем этого всего. И теперь есть вероятность, что они сейчас будут расследовать это дело в России. Я хотел бы, Хусейн, чтобы как-нибудь мы могли бы через нашу генеральную прокуратуру, которая, кстати, возбудила уголовное дело по этому факту, еще как-нибудь через международные институты, те ваши связи, наши связи, которые мы уже имеем, этот суд, чтобы был не в России, не в юрисдикции России, а чтобы он на самом деле был независимый, объективный, честный, беспристрастный, на территории какой-нибудь европейской страны. Как ты на это смотришь, Хусейн? И хочу добавить, и не только против пехотинцев Путина, потому что, суд, это очень важно понять, что нам не нужен суд только над пехотинцами, только над исполнителями, вот там, которые были, Заказчики, нужны заказчики этого преступления, заказчики преступления Хвостиковые, и вот такого рода Хвостиковые, там они потом следуют ФСБ России, организаторы и организаторы. Эти исполнители, А так будут только стрелочники. Если на территории России, конечно же, для того, чтобы сокрыть вот эти следы преступления, естественно, там, как по убийству Немцова, мы видели, Политковские люди, которые действующие работники ФСБ, и там МВД, там какой-то армии, офицеры какие-то. Вот эти люди, их посадили, их назвали стрелочниками, обязали быть стрелочниками, этих людей посадили,
И никто не говорит, ведь сказали, Дадаев какой-то, да, там еще кто-то, чеченцы, вот убили Немцова, там чеченцы Да, убили да, чеченцы. Политковскую. И никто не говорит, что на данный момент эти люди были сотрудниками российского ФСБ, МВД. российской армии, российской милиции, да, Да. полиции. И никто это не говорит. Просто вот чеченец, если чеченец служит в русской армии, да, то он чеченец. Если там армянин служит, то он российский служащий, Да, там да. русский, российский, а чеченец, вот чеченский. Ну, как такое может быть? Поэтому для того, чтобы вот не было вот этих замыливаний этой ситуации, конечно, нам надо провести огромную работу, подключить правительство Чеченской Республики, подключить все связи, которые мы этими годами здесь наработали в Европе, для того, чтобы процесс действительно дошел до серьезных верхов. И этот процесс должен коснуться, да, не только тех людей, которые на сегодняшний день составляют администрацию, оккупационную администрацию, но и те, кто ими руководит, те, кто годами позволяет этим людям убивать чеченцев, терроризировать. И я уверен, что все вот эти убийства, которые совершены там, да, все убийства, которые совершались и совершены, вот это ФСБ тайно запротоколировало, на это у людей заведены уголовные дела Конечно. по российской практике на самого Кадырова, на Даутова, на любого человека. Давным-давно, да. Они об этом, может быть, не знают, да, потому что я почему говорю, вот там есть Турлаев, Шаа, Турлаев, вроде бы, ну, что он сделал, да, ничего не сделал, имеется в виду против России. Ну, где-то что-то было, но он находился, Был. не знаю сейчас на данный момент в какой ситуации он, да, но он находился в федеральном, как так сказать, розыске. Вот этот яркий пример, когда видно отношение вот к этим туземцам, так называемым, да, у центральной власти, у Москвы. То есть это то же самое проецируется на Дагестан. Я говорю, там Дагестан, такие министры, там всякие люди, которые были в Дагестане, они точно таким же методом, их назвали туземцами и посадили в Москве в тюрьму. То есть вот такая печальная судьба у этих людей. Поэтому мы не должны позволить дать в очередной раз надуть мыльный пузырь, и должны вот эту ситуацию с этими убийствами дать мировую огласку этому делу и довести до суда, какого-нибудь серьезного европейского суда, чтобы было решение по этому суду. Потому что чеченцы тоже люди, имеем права. Да, имеют такие же права. Только мы, к сожалению, чеченцы, не знаем, что они у нас есть, эти права. А они есть права. Все люди, которые живут в Европе, должны знать, что мы имеем права точно такие же, как любой американец, там, француз, австриец и так далее. Мы имеем равные права, мы люди, и конвенция международная нам дает эти права. Только этими правами надо уметь пользоваться, надо за эти права бороться надо. Нельзя вот просто взять, сказать, да, они там все знают, ничего все равно не сделают. Если мы будем такими словами говорить, да, то, конечно, никто ничего не сделает. Если мы будем требовать, чтобы это было, оно будет. Примерно. Да, Хусе, а если вот к комиссару по правам человека Совета Европы, по правам человека обратиться, другим, может, нам тогда, ну, надо это согласовать. Сейчас пока нет такой возможности, надо будет согласовать этот момент непосредственно с Сулейманом, и надо будет нам тогда уже обращаться в разные международные инстанции, сказать, чтобы потому что уже этот полк, они говорят, надо брать на себя, мы должны взять на себя. Вот сейчас они 10-20 крайних найдут, кто исполнители этого убийства. Да. И все, и на этом и пшик получится, короче. И Кадырова они сейчас выгораживают. Это Елена Милашина, получается, как бы не сильно делать акцент на Кадырове, на ФСБ, а делает на Кадырове. Полк пытается. Короче, вот не спускающий, да, Милашина ФСБ не сильно затронула, полк выгородил Кадырова, и сейчас 2-3 бедолаги, которому там дадут по 10 миллионов рублей, Кадыров с барского плеча, и уедут вот там куда-нибудь лет на 10, и потом через там 7 лет там условно-досрочных там тихо выпустят, короче, и отсидят. Вот так получится. А еще сидят 14 человек, Хусейн. По этому поводу тоже
незаконно осуждены, благодаря тому, что Сулейман об этом сообщил, 14 человек, которые готовили 100% на результат, эти люди сейчас получили большие сроки, мы все это видели, они сидят. Сейчас главная задача этих людей вытащить, попробовать вот этот хотя бы момент. Ну, ты видишь, Аслан, если мы, вот это не только эти будут вытащены, да, если мы докажем, что такая практика фальсификации уголовных дел массовая, Да. причем, да, то мы можем помочь и тем людям, которые незаконно содержатся в российских тюрьмах, которые даже, если я знаю, люди содержатся еще со времен войны, да, задержанные где-то на блокпостах, где-то патроны подкидывали, те, которые даже абсолютно к войне не имели отношения, те, которые помогали продуктами питания или морально поддерживали, да, или мысленно поддерживали. Эти люди тоже сидят сегодня тысячами, десятками тысяч в российских тюрьмах. Вот наша задача, да, наша задача людей, которые находятся, чудом остались живы и находимся здесь как бы на свободе, не забывать о тех людях, не забывать о людях, кто погиб, заплатив ценой своей жизни за свободу и независимость нашего народа, не забывать о людях, которые попали в плен, которые, ну, там, находятся до сих пор в российских тюрьмах. Мы обязаны о них помнить. Мы не можем просто так вот ежедневно, да, находиться дома, есть, спать, там, развлекаться, не думая о том, что такие же люди, как и мы, наши соотечественники, находятся в ужасном таком положении. Мы обязаны им помочь. Поэтому здесь опять вот я хочу еще в очередной раз призвать обе стороны, да, сторону вот этих полицейских, которые находятся на территории Чеченской Республики, образумиться, подумать о завтрашнем дне, подумать о том, что как потом вот даже себе просто представить, да, вот ситуация изменится. Вот что я буду делать в изменившейся ситуации? Как я буду дальше жить? Как будут жить мои дети, мои потомство, родственники? Ведь деньги, которые зарабатывают там таким ужасным методом, они счастья никому не принесут. Никакой дом, никакие там, не знаю, лимузины, машины не могут заменить чести, достоинства человека, да, ничем не заменишь их, не подменишь их, вернее. И людям, которые, хочу здесь сказать, людям, которые находятся в Европе, ну, перестать бояться, просто перестаньте бояться, да, если надо, когда вас зовут, надо приходить на демонстрации. Когда идет суд, например, в Берлине над убийцей, вы должны понимать, что если вы туда не пойдете, может следующими вы быть, или кто-то из ваших друзей быть там на этом месте убитого, Хангашвили и так далее. То есть мы должны защищать сами себя, защищать своих друзей, своих родственников. Защитить их можно только говоря правду и говоря эту правду вслух, громко. Иначе мы получаемся соучастниками. Если мы молчим и ничего не говорим, мы получаемся соучастниками и людьми, которым нравится, когда нас уничтожают. Слушай, здесь как раз комментарий очень интересный. Аслан Керимов сообщает: на Жаюртовском, Сирноводском и Шатойском районах ведутся мероприятия по перепрятке тела подальше и поглубже. Видимо, вот они сейчас потому что в одном из этих говорит, что он знает, Сулейман говорит, знает, что тела где находятся. И вот сейчас вот начинается вот мероприятие. Короче, они сейчас будут совершать ошибки за ошибками, и для этого нужно международное наблюдение и вот тот самый московский механизм, который задействован из 16 государств. Нам как-то, наверное, нужно на это реагировать. Ты знаешь, вот эта практика, да, перезахоронения или уничтожения следов, она в России, это же не сегодняшнее дело. Я помню, вот в 96-м году, 95-м году, когда мы были на переговорах в городе Грозном, вот в районе Карпинского кургана, там стоял один полк, там были захоронены останки, ну, людей. И вот когда этот полк оттуда ушел, местные жители, которые видели, как туда завозили людей, крики слышали, все такое, после того, как русские ушли, пошли вот в расположение этой части,
и откопали там 9, по-моему, 9 или 10 ящиков, больших ящиков из-под боеприпасов, снарядов, в Костей. которые были раздроблены кости сожженных людей. Просто вот я сам лично видел эти кости. Да. Мы фотографировали, это Есть кадры, было... есть, я и тоже видел в Ютубе. Да, да, это Ваха Муртазалиев был у нас, генеральный прокурор на тот период времени. Он зафиксировал вот этот акт, написал протоколы, там сфотографировал, все так задокументировал. То есть вот эти документальные кадры. Это причем, что в то время, да, когда ну, сложно было как бы скрыть преступление, потому что люди все равно смотрели, люди не так боялись. Но сегодняшняя ситуация, конечно же, намного хуже. Но несмотря на это, вот находятся люди, которые вот сейчас, как ты это говоришь, да, наблюдают за ситуацией. Я думаю, чем больше людей будут рассказывать об этом беспределе, чем больше людей будут вот эти факты перезахоронения, то ли еще какие-то факты из числа даже самих полицейских будут выявлять, да, тем быстрее мы освободим от свою родину, от этого русского сапога, от русского ига. Потому что там нету чеченской власти, нету, там есть русская милиция, русская ФСБ, русская администрация, все там русского, чеченского ноль, там ничего нету чеченского, кроме самих бесправных чеченцев, которые находятся на этой территории. Да, совершенно верно. Ужас просто, ужас. Но сколько веревочка не вейся, все равно есть, этому будет конец. Сперва тайное становится явным, а потом это явное, если оно преступное, оно обязательно постигает карой, наказание за этим следует. В любом случае, имена известные, фамилии известные, кто как что делал известно, и рано или поздно им придется ответить. Да, Алмула. И тоже, Хусейн, по поводу, вот если кто-то захочет с нами связаться, наверное, они сейчас ожидают, что будет с Сулейманом, потому что Сулейман Да. открыто заявил, сейчас все наблюдают, я могу заверить, что у Сулеймана все отлично, он в полной безопасности, его он лично, короче говоря, до него никто не сможет из них никогда добраться, и то, что он уже сказал, зафиксировано, и уже что бы ни случилось, оно уже будет предано огласке, и дальше будет в суде. Ну, как бы он уже допрошен. Даже если он сейчас будет говорить, я сумасшедший, там, как они говорят, там еще что-то, он будет угрожать будут его родственникам и так далее. Что бы ни случилось, это они только себе навредят уже, потому что показания Да. он дал. А если кто-то из них все-таки через какое-то время все убедятся, что Сульман жив-здоров, люди захотят выйти. Хусейн, сможем ли мы какую-то помощь, ну, как, скажи свое мнение по этому, сможем, будем ли мы им оказывать помощь, там, сможем ли мы им что-то помочь и так далее. Ну, я думаю, я еще раз вот я только что призвал этих людей, да, образумиться. Это обозначает, что, конечно, с нашей стороны мы попытаемся сделать все, чтобы эти люди тоже оказались где-то в безопасных местах. И ну, надо быть, конечно же, очень осторожными для того, чтобы из этой ямы, из этого болота вылезти. Это достаточно, надо быть ну, достаточно умным, шустрым, да, и ни в коем случае, ни даже самому близкому родственнику нельзя об этом говорить. Это ясно, что нельзя говорить, потому что вот мы случай вот с этим другом Да. Сулеймана видим, что с ним произошло. Поэтому время работает на нас, и мы должны делать все, чтобы приблизить конец этой вакханалии, которая там происходит. А это мы можем сделать только совместными усилиями с той стороны, которые там видят этот беспредел, да, участвуют в нем в какой-то мере, Да. и тех людей, которые находятся здесь на свободе, и которые могут что-то где-то сказать, замолвить слово, где-то с кем-то договориться, в общем, такая ситуация. Но сейчас здесь уже как бы получается наработанная схема с этой Милашиной, да, по эвакуации этого человека. Там, видимо, в Москве есть какие-то, я не знаю, эти схемы их, честно говоря. Есть схемы, да. Да, схема есть, поэтому, Ну, да. чтобы
на месте надо с ними договариваться. Это легче, чем мы отсюда как бы тоже будем уже потом помогать только. Наши руки до России, к сожалению, не доходят. Поэтому там есть другие каналы, и надо воспользоваться этими каналами. Хорошо. Так что я как-то обращался много раз, я уже несколько раз, даже Кадырову я говорил, иди, я тебя оформлю, переходи сюда. На самом деле мы тоже можем оказать и помощь, и переправки, и при Ну, желании юридическая, конечно, любую помощь оказать тут, если человек, да, если человек, вот как ты готов. готов, да, вот это Да. надо быть готовым, готовность должна быть, конечно, от самого человека, и не просто так прийти, ничего не говорить и сказать, ну я там был, но я не хочу ни лицо показывать, ничего говорить не хочу, рассказывать не хочу, дайте мне убежище. Такой, конечно, такой номер не пройдет. Поэтому человек, если хочет помочь своему народу, он обязан чем-то рисковать, чем-то жертвовать по-любому. Да, и на самом деле это и есть искупление своей вины, когда ты предотвращаешь дальше эти преступления, да, и тогда уже ты снимаешь с себя ответственность, снимается, даже в том числе и даже с терроризма, если ты предотвратил или всячески способствовал предотвращению теракта или же способствовал минимизировать ущерб от этого теракта, то тоже освобождаешься от ответственности. И люди, которые оказались в этой преступной организации, кадыровцы, ФСБ, мудыровцы, там всякие разные. Вот эти люди должны понимать, что они находятся в банде, в преступной банде против своего народа, раз, против даже законов вот этой фашистской России, которая нас оккупировала, два. Поэтому ничего хорошего в итоге не будет. Нет, не получится так, что вот молодой там чеченец, который пришел служить там, родину защищать. Нет, это далеко не так, господа. Вы должны понимать, что вы если туда вы идете в банду. Никакого там ореола чести, свободы, там, мужественности там нет. Там есть жесткая иерархия, и вы подчиняетесь русским террористам, оккупантам, и вы являетесь по факту бандитами. И когда вы совершите очередное убийство, и об этом станет известно, вам предложат потом сказать, взять на себя это все. Вот как сейчас Да. они говорят, wait till this is. This there, дебил, что елде, штилец, дискаш, что дебил, штилец, это, что тамашен, что бельшти кюктуш, диккан туп, боште, тыш, короче, что лилеш мадуй, нах бой, дал халга дак аздол, что ю бехтович те шуду. Но выше дал мола бойрам бэцунам, илар. И лей амал швейцария, Лейюк. лей шалшмук, да, лей, если ты готов за кого-то сесть в тюрьму, да, за чужое преступление, если ты готов, ты настоящий раб, получается, да? Хозяин сказал, иди в тюрьму, пошел в тюрьму. Придумали, Хусейн, для себя такую отмазку Ахмад Хаджинек, что какая-то идея у них есть. Какая идея у Ахмада Хаджинека? Я не знаю какую-то, кроме того, что клясться верности Аслану Масхаду, когда он был президентом, когда было 2 года войны, первую войну, Хусейн, ты все время был с Асланом Масхадом, там был Ахмад Кадыров? Ну, не был, конечно. Вот, в боях там где-то в опасной Нигде ситуации не Ахмад был. Хаджи Кадыров. Когда война закончилась, там появился Ахмад Хаджи Кадыров уже с президентом. Там уже там тебя не было так близко, ты уже где-то депутатом был. Хотя Да. мог быть и с президентом поближе. Но был Ахмад Кадыров. Потом, когда война началась, пошла эта вся тема. Уже когда война началась, он выходит и говорит, я горжусь, что я человек Путина. Если говорят, что я человек Путина, то я горжусь, он говорит. Вот это как это тогда? Но вчера гордился человеком Масхадова, Масхадова, а человеком теперь Дудаева. гордится. Это и есть Ахмада путь. Что ты можешь быть просто хамелеоном. В любой момент ты можешь переобуться. И вот эти люди сами себя обманывают и говорят, мы за путь хамелеона. Вот, и мы идем в тюрьму, потому что у нас такая идея уйти в тюрьму за путь хамелеона. Вот и все. Ты представь, вот, люди, да, вот, оболваненные люди, даже не то, чтобы, я бы не сказал,
болваны, оболваненные, может быть, болван, а может быть образованный, нормальный человек, да, Ну, тоже может быть оболван. Я от многих слышал, что мы, вот, чеченцы, ну как мы можем построить государство? Мы, чеченцы, не в состоянии построить государство, мы, чеченцы, не в состоянии прожить вне России, да, не в правом поле России, отдельно как бы построить государство. Если России не будет, то мы все перемрем. То есть вот такую лапшу вешают ежедневно на уши чеченцам, и уже многие начинают думать, действительно, если российских денег не будет, если Россия не будет нас как бы финансировать, бюджет и так далее, то мы пропадем. Но не пропадем. Мы не пропадали никогда. Если кто помнит советский период, да, вот когда, как в нашей республике жили чеченцы и жили другие, которых туда завезли, те же русские, да, а чеченцы где-то ездили, добывали свой хлеб, где-то на шабашки ездили, везде там чабановали. То есть они всегда работали. Насколько я знаю людей, эти люди все время были страшно в поисках труда. И когда после развала Советского Союза, вот этот период до 1994 года, за очень короткое время чеченцы сумели, да, организовать такой серьезный бизнес, рынок сбыта, да, ездили везде наши купцы, так сказать, да, по всему миру, летали, завозили товары, продавали и так далее. То есть для тех, кто даже не знает, по сравнению с этими соседними республиками, в нашей республике буханка хлеба на тот период, хлеб, ты знаешь, в Советском Союзе, то есть хлеб всему голова, такая была пословица. Вот это хлеб, буханка стоила у нас 1 рубль. В соседних республиках стоил такой же хлеб 16 рублей. Представь, какая разница была. да. Вот есть там фильм 93-го года, да, на Ютубе, где показывают центральный рынок города Грозного, где со Ставрополя привозили мясо, там продавали ставропольчане, продавали и для русскоязычного, там же свинина продавалась, да, и колбасные изделия разные, да. То есть никто не умирал. Для чеченцев, естественно, для своих у нас животноводство было очень сильно развито. Сельское И не хозяйство у боялись нас. приехать, Хусейн. Когда геноцид Не, русских абсолютно был, не боялись, да, да, вели себя очень даже мирно. Ну, не то чтобы мирно, спокойно, да, да. абсолютно никакого. Даже мысли не было, что эти люди боятся приехать и чем-то торговать. То есть мы настолько хорошо жили, да, вот для меня лично, вот этот период до 94 года самый счастливый миг моей жизни. Потому что ни в Советском Союзе я такого не видел, да, и не видел, ну, послевоенный период, это уже другая тема. Вот мирное время, да, когда человек мог свободно дышать грудью, быть защищенным, да, работать, бизнесом заниматься, чем угодно. На тот период, вот этот был период довоенный, до 94 года. И Россия, видя, что Чеченская республика справляется, да, экономика растет, ситуация лучше, чем в любом регионе Советского Союза, бывшего в России, конечно, им надо было этот дурной пример подавить, чтобы не было, ну, чтобы другие республики не пошли по нашему примеру, Да. чтобы не было заразен наш хороший пример. Ну, это, Поэтому да, и это, Хусейн, и то, что в России, которую разграбляли да, КГБшники, которые захватили власть, им нужно было дать что-нибудь этому народу. А этот народ болен империализмом. Им вот победить чеченцев, вот взять какого-нибудь бедолагу, какого-нибудь парня, на БТРе приехать, 20 человек, вытащить его, да, Иттан, и Велгавин, и Кирвич, и Цунага шашта, он хич, много. иштхандуи. Они так считают. Шашта пекар халят. Вела, не убивайте меня, Алмаули Адмоши, а Вышхена, и вы не убивайте Альча. Потом они возвращаются в свою Россию, бухают, и это их, вот предел их мужества, что они какого-то чеченца, молодого парня, заставили просить его, не убивайте меня. Вот это сущность этого народа. И вот им дают вот эту идею империализма вместо разграбления их нефти, газа и всего Да, остального. Да? К большому сожалению. У нас с ними будущего нет, не было и никогда не будет. Об этом говорили до Дудаева много. И вы говорите, и мы говорим, и следующий будет говорить. И только так и будет. Да, Алмула. Другого варианта нет.
Хосе, комментарии нам бы чуть-чуть почитать, наверное, тоже, да? Мгм. Потому что мы много говорим на эту тему, и мы обязательно еще будем на эту тему говорить. Просто нам нужно сейчас какие-то... Диалог со Да, зрителями. в этом и сила интернета, ютуба, когда мы в прямой эфир выходим, общаемся с нашими друзьями, товарищами, соратниками, подписчиками и иногда недругами. Так, вопрос Аслану, Хусейну Аслану. А какой там у парней выбор? Вообще никому не идти в силовики, пригоняют из других регионов РФ, тех, кому чеченцы вообще чужой народ со всеми вытекающими в смысле отношений. Ну, именно так, да. Они вынуждают, ставят Ну, такие. это сотрудничество, да, вот если, например, кто вырос в советское время, были фильмы о немцах, да, были фильмы о полицаях. В то время, кто переходил на сторону фашистов, назывался полицаями. Они были презираемы в народе, ну, это нам так пропаганда русская Да, показывала, это были презираемые. И то же самое презрение должно быть к этим милиционерам, да, сегодня, да, которые прислуживают оккупантам. Сегодня это же не милиция, я понимаю, милиция там или полиция призвана соблюдать порядок, да, поддерживать порядок в любом государстве, в любом месте. Но на данном случае, в данном нашем случае, после 2 кровавых войн, после убийства 3000 человек, наша территория полностью оккупирована. Сегодня кто идет работать в полицию, он становится полицаем, вот этим презренным полицаем, который идет работать, удерживать свой народ, да, в повиновении оккупантам. Это совершенно другое дело, это настолько позорное явление, да, что даже сегодня вот эти, я недавно, иногда читаю в Фейсбуке, нахожу вещи, рассказы о каких-то людях, которые в царское время работали, ну, служили в царской мгм, армии, да, да, и там то ли дикая дивизия, то ли еще какие-то там люди. И здесь с одной стороны, как бы, да, для чеченцев пишут, вот дикая дивизия такая-сякая была. С другой стороны, ты понимаешь, что эта дикая дивизия была, вот эти люди, чеченцы, служили в армии той страны, которая врагу, нас убивала, да, конечно. перешли на Те же сторону врага, кадыровцы, и мы ими теперь гордимся. Ну как это может быть? И потом, если мы не говорим об этом, да, правду, не говорим, что это дикая дивизия, позор для чеченцев, и там вот такие действия, когда царской армии служили, когда разранивали города и села Чеченской республики, уничтожали, сжигали, да, села, убивали там сотнями, тысячами чеченцев, и вообще весь Кавказ пылал, и тут идет один чеченец, служит, там какую-то лычку ему или звездочку какую-нибудь дадут, и он служит царской армии, там, русской армии, никакой разницы нету, и мы начинаем гордиться, вот он там такой-сякой. Это должно быть презираемо. Нельзя служить на оккупантов, нельзя, это позор просто. совершенно Вот верно. это надо понять. И никаких оправданий, да, то, что там вот эти другие придут, не другие придут. Пусть приходят другие, ты знаешь, что это оккупанты, да, это не твои. Вот другие тебя не знают, другие не знают там твоего соседа, другие не знают там, что в вашем селе происходит. А, а чеченцы, которые служат в этих, они знают, тебя знают, другого знают, меня знают, моего брата, сестру, там, ну всех. Этих людей знают, и они на них доносят же, не другие же доносят, потому что русские или там, кто бы ни пришел в нашу республику, они лично нас никого не знают. А свои, которые идут работать, да, их вынуждают, и они рассказывают и показывают на твоего же соседа, на своего же соседа, забирают своего же одноклассника. Вот как в данном случае, я еще раз вот этот пример, да, с Сулейманом, здесь его друга как убили, да, своему родственнику, раскрылся, сказал, что вот он видел, то не успел рассказать, и его похоронили. И причем похоронили и врут, что он еще живой и куда-то ушел, да, хотя имеется там могила, есть фотографии могилы. Это ни в коем случае Да. нельзя идти работать в полицию однозначно. Служить оккупанту – это предательство, это измена Родины. Одно дело, есть идейные потомственные предатели, а сейчас, когда вот произошел этот геноцид, перейти сейчас и служить, даже и служат те
у кого дяди погибли на этой войне, отцы погибли на этой, братья погибли. Это когда не просто, конечно, любое горе своего народа, это должно касаться, да, это как единый организм. Одного коснулось, должно это касаться, всех должно это Да. чувствовать, это каждый должен. И, но если это твой родной отец погиб на этой войне, твой брат родной погиб, там дядя родной погиб, и тогда ты идешь, то каково это вот ему, который вышел сражаться, был ими убит, он потерял свою жизнь, самое ценное, что у него было. И когда ты, и потом вдруг представил, Хусейн, его воскресить и их встретить Да. друг с другом. И сказать, а он его, например, сына своего или племянника, брата, растил, баловал его, ценил его, восхищался им, и ты уходишь в эту армию, служишь тем, кто его убил, и вы встречаетесь потом. Представь, каково это было бы. Qiymat dinam, gurma bu iş все Ну, встретятся и так. я много случаев вот таких, о которых ты сейчас говоришь, я лично знаю людей, у которых знал их отцов и их самих, да, которые отцы погибли в Первую войну, Первую русско-чеченскую войну. А в это время, да, вот, например, Ачхой Мартановский префект, там еще Да, да, вот эти люди, да, будучи в президентской гвардии даже, они состояли в президентской да. гвардии, вот несколько человек я знаю, которые затем уже в наше время, да, прислуживают вот этим паскудникам. И Да, здесь да, вот есть такой, знаешь, забытый один персонаж, э, ну, все слышали, наверное, фамилию Хултыгов, Лечи, да. да, да. Вот этот Хултыгов, Лечи погиб, да, там с Радуевым у него какие-то перепалки были. А его брат потом был начальником ДГБ после него. Мгм. И вот когда это началась война, да, этот Хултыгов Ибрагим перешел сразу же на сторону русских. Потом он был депутатом и в парламенте уже, там в этом доме. Это наша спецслужба получается. Да, да, и никто об этом не говорит, понимаешь, что вот забыли эту фамилию, как бы, да, но он не был такой известный, как его брат, поэтому, видимо, забыли. Но брат так он амавар, нет, Ну, амавар. брат вообще там алчак, аж нормально говорит. Брат такой вот, А другой другой брат брат, такой. который пришел его заместить, да, как бы его поставили, потому что вот брата убили, этого его на место поставили. Брат оказался совсем не братом. Да, да. Только по крови оказался братом, Да, да. и то Не по страшно убеждению. просто подумать, да, вот, как живет этот человек, вот, как они вообще, эти люди, живут, что у него в голове, Да. как они себя К чему оправдывают. они Все своих равно, детей, что они своим детям говорят? да. Хусейн, интересно. Знаешь, был анекдот, да, когда еще Первая война была, еще в 95-м году, я такой слышал, ну не анекдот, не анекдот, может быть, реально какой-то рассказик был. Дети, ну, в микрорайоне, дети играли, ну, войну, ну, обычно во время войны, там, дети в перерывах играли тоже войну, и собрались две команды. Собрались одна ичкерийцев, да, команда, а другие там как бы русские. И русские против Ичкерии, против чеченцев разделились на две. И один пацан говорит: о, я тоже хочу быть ичкерийцем, я хочу быть с вами. А эти говорят: нет, ты не можешь с нами, твой отец предатель, иди на ту сторону. Вот я в то Уже время две. слышал такой Да. рассказ. Но, к сожалению, видишь, мы думали наивно, что предателям будет стыдно, что их детям будет стыдно и так далее. Но жизнь показывает, что некоторые гордятся предательством своих отцов даже. Да, И да. такое тоже, к сожалению, есть. Есть, которые прикрываются вот этими Да. разными своими убитыми и уже внедряются туда, говорят, и Ну, здесь, служат. Вина, у тебя кто-то погиб на этой войне, ты идешь, он служит, вернее, идет на эту работу русским, да, прислуживает им и делает помогая русским против своего народа, из того умершего, погибшего своего брата, родственника, отца, делает паспорт и внедряясь к чеченцам, чтобы работать на русских. Представь, конченый умщующий. да, да. Худыня чацарил конченый умщующий. Подмена понятий, и вот подмена понятий, например, так, героизм,
там вот такие вещи, да, вот нам подменивают, ну, По каким-то Оруэллу. патриотизмом, ее религиозными штучками, да, раз ворачивают. Ты говоришь, я вот чеченец, я патриот своего народа, я там готов то за свой народ, пятое, десятое. А тебе раз говорят, а не, это нехорошо. В исламе, типа, быть националистом, ты националист, ты не можешь такой быть. В исламе это нехорошо. Да. То есть твой патриотизм, да, вот пытается как бы завуалировать, убрать, и ты не должен говорить, что ты чеченец, что ты такой вот патриот, что ты любишь свой народ, готов за свой народ заступиться, работать на свой народ. То есть ты должен говорить, да нет, я там на уму работаю. Что такое ума? Это Колодец в те Африке. колодцы рыть в Африке. Вот это, наверное, наша деятельность должна быть единственная. Подмена, и это умышленно, я уверен, что это умышленная подмена понятий для того, чтобы в любом случае прекратить сопротивление, прекратить мысленно даже думать о том, что чеченский народ должен быть свободный, чтобы иметь свое независимое государство, стать народом, в конце концов, да. И ты вот, чтобы не стал народом, тебя размывает, да, ты не можешь народом. Народ – это вот такое сообщество людей, такой монолит. А ты не можешь, потому что там другие монолиты, там арабы монолиты, да, они же говорят, мы арабы, у него государство. И тебя туда впихивают, да, размазывают со всеми этими. То есть у арабов есть монолит, есть народ, а у чеченцев нету его. Нету монолита, да, его пытаются вот как бы разбить, да, на кусочки, и мы там всем помогаем, и сами ничего при этом не имеем. Вот такое странное такое дело. Большая, это империя, Хусейн. Если бы русские столкнулись только с чеченцами, и они бы пытались бы нас там как-то оккупировать, подчинить, мы бы могли бы где-то там удивляться, что у них что-то получается или что-то не получается. Россия уже много веков империи, она много народов, начиная там от Востока, заканчивая Западом, много народов она использовала, подчиняла, играла против них. Большая работа велась против них. И у них уже отработаны все методики. У них есть разные институты по направлениям, да, по имитации, простравливанию. Например, живой пример, как стравливали чеченцев ингушей, потом чеченцев дагестанцев. И Сендештар, во-первых, бить клин между нами, на потом какие-то, извиняюсь, подонки просто пишут какие-то книги, Özdengel, Mözdengel, потом будут ссылаться какие-то недальновидные люди на эту книгу, говорит, в книге сказано, что ногчи отбросишь бубу, я это не читал и никому не советую. На самом деле это сейчас достигается цель для того, чтобы наша негативная реакция, которая оккупация, несправедливость, оккупация нам ведь добро, мир, процветание, счастье не принесла. Да. Оккупация нам принесла только минус и так далее. И люди недовольны. И когда это недовольство, чтобы оно не шло на Россию, на русских, на Москву, оно направляется на ингушей, на дагестанцев. Потом, чтобы не шли на Путина и ФСБ, направляется на Кадырова. Когда направляется на Кадырова, появляется полк и два идиота, которые говорят, мы возьмем на себя, короче, и направляется на них. Ищется ответвление от главного, да, от главных персон, ответвление виновных, от главных субъектов на второстепенных. Это перенаправление бывает. Здесь Светина, да, написала самое обидное, что в грязных убийствах Политковской и Немцова замешаны чеченцы, позорят весь народ. Но я вот с этим никак не могу согласиться, потому что Политковскую и Немцова убивали ФСБ России, и российская полиция, офицеры российской полиции, да. Это доказанный факт, что эти люди состояли на службе, и они не могут никак быть чеченцами, да. Чеченец по национальности, который служит в ФСБ, он просто должен быть сотрудником спецслужб России. Если мы не будем вот так говорить, да, то мы берем на себя вот эти чеченцев, на себя берем вот эти преступления. Этого нельзя делать. Мы должны понимать и должны говорить о том, что
любой, кто работает в спецслужбах России, полиции, они являются русскими офицерами, русскими, Политически русскими, да? да, политически, да, то, что их национальность, тут абсолютно не имеет никакого значения Никакого. для этой империи, тем более. Совершенно верно. Мгм. Да. Здесь про Грузию тоже вот пишут Заза Шведилашвили, ну, там про армию, видимо, тут были разговоры, что за армия, за кого армия, грузинская имеется в виду армия, там про олигархат, про олигархов в Грузии, да, тоже это проблема, конечно, то же самое, вот русские, да, провели успешную операцию по выдавливанию Саакашвили на тот период, помнишь, там Да. взяли в тюрьмах, и понимая психологию кавказского человека, и в Грузии тоже взяли там изнасилование в тюрьме швабрами и так далее. То есть сняли сами же сотрудники, которые сидели там, видимо, прорусские какие-то шпионы, сняли вот этот факт пыток над грузинами, над грузином. Это все свалили на Режим Саакашвили. Саакашвили, да. Да, и когда как раз были выборы, и возмущенный народ вот этим, в этой ситуации, там, может быть, единичный, может быть, этот случай-то и был, но понимая психологию грузин, да, они вот выплеснули вот это на все экранов телевизоров, Да. и Саакашвили проиграл, и проиграл весь грузинский народ, что сегодня видно, что какая ситуация в Грузии. И здесь эмоции кавказцев, да, к сожалению, иногда Против нас. уходят далеко вперед, чем разум. Вот, ну, нам всем надо, и грузинам, и всем и чеченцам, и другим представителям Кавказа надо думать, научиться головой. Совершенно верно. Так, Хосе, мы уже 1,5 часа в эфире. Давай ответим на пару вопросов. И чтобы пишите свои вопросы, чтобы Хусейн мог ответить. И эфир получится. Мы еще будем выходить в эфир, будем освещать события происходящие, конечно же, связанные с этой ситуацией по массовым убийствам. Ну и будем наблюдать, как все это будет происходить, и всячески делать так, чтобы виновные понесли ответственность. И в первую очередь, конечно, нужно, чтобы постарались как можно быстрее освободить тех, кто сейчас из этих 14 человек незаконно осужден и отбывают сроки. Так, вопросов нет. Здесь, знаешь, вот вопросов нет, пока я тоже смотрю, пока нету, но хочу добавить вот здесь тоже про про игиловцев вот здесь было написано. Хочу тоже сказать, что да, в Европе есть эти группировки, там они джамаатами называются, эти группировки, которые проводят политику, антигосударственную политику, потому что нас здесь пытаются представить, как я уже это говорил уже, да, представить какими-то радикалами всех чеченцев, да, потому что этих людей видно людей, кто плохо себя ведет, в первую очередь видно на улице, сразу попадают в поле зрения, какие-то радикальные высказывания или какие-то вещи, которые несопоставимы с тем уровнем или с той политикой государства, в котором эти находятся люди, да, тоже видно. И это отражается, вот как это Света Светина говорила, да, мне стыдно за чеченцев, здесь тоже зеркальное как бы отражение, все эти удары проходятся на чеченцев. Люди, если, например, с религиозной риторикой, даже будучи не чеченцами, если будут тут в Европе говорить о чеченцах или за чеченцев, да, то страдать будут, естественно, сами чеченцы. И мы не можем тогда, здесь, живя в Европе, мы не можем быть уверенными в завтрашнем дне, потому что нам надо, я еще раз хочу вот напомнить, что нам, чеченцам, надо
уметь говорить на дипломатическом языке, научиться всем, кто что-то где-то говорит и пишет, да, обязательно в этом плане. И потом надо все же не сидеть молча, да, пытаться бороться с этим явлением радикализма, который здесь в Европе нас уже захлестывает, которое за нами уже, не знаю, там, то вот эти две беды у нас здесь, в принципе, беда кадыровщина, да, которая здесь распространяется, распускает свои корни, метастазы, и вот это радикаль игиловщина. Вот эти две беды, они, я думаю, параллельно идут, и они связаны между собой. И у меня есть много таких разного рода и доказательств, и мнений на этот счет, что параллельно идет, работает вот эта рука об руку, как бы вот этих два течения, да, работают в Европе, делают плохой имидж чеченцам и всячески способствует тому, чтобы завтра нас всех турнули отсюда в Россию. Совершенно верно. Когда думаете, примерно может произойти деоккупация Северного Кавказа? Вот есть вопрос от Свободный Кавказ. Говорит, здесь дело в том, что вот по освобождению Кавказа, если будет там только Аслан, там Закаев, я троем будем работать, то это будет не скоро. Если мы все будем желать этого, да, способствовать этому, мы просто приблизим конец этой империи. Приблизить конец империи – это не обязательно идти взять оружие в руки и воевать против этой империи. На сегодняшний день вот то, что мы сейчас чем занимаемся, информационное пространство, если мы побольше заполним информационное пространство правдой, вот это будет в какой-то мере способствовать развалу и России, и освобождению Северного Кавказа. Ведь на Кавказе тоже очень многие люди, у нас свои там проблемы тоже на Кавказе, да, и мы тоже должны, кавказцы должны объединиться, кавказцы должны думать о том, как нам потом в будущем построить общий кавказский дом. Об этом Джохар Дудаев и Зият Гамсахурди говорили еще, то мечтали об этом. То есть мы должны думать о нашем государстве, о общекавказском государстве, где все государства, мини-государства или народы будут равны внутри, независимо от религии, там, религиозной принадлежности и количества населения. И вот это будет способствовать развалу России и освобождению Кавказа. Мы не ждем, что он будет освобожден войной, да, войной против ядерной державы. Ну, чеченцы показали, 2 войны провели, это больше работает против нас, потому что гибнут люди, разрушаются наши города на нашей территории, и это больно, да, Россия как была, она и есть, пушечного мяса у них всегда навалом, они не жалеют его, и от того, что мы там на своей территории убьем даже 1 миллион русских солдат, абсолютно это ничем на 140-миллионной нации ничем не скажется. Если погибнут наши ребята, да, хотя бы 1000 человек, это для нас огромная трагедия. Поэтому мы должны сейчас мозгами делать информационно и мозговые штурмы, говорить правду, рассказывать молодежи, подрастающему поколению, что будущее, да, только в наших руках, будущее не в радикализме, будущее Кавказа или будущее мусульманского людей, народов, не в радикализме, да, не в создании халифатов или игилов, да, что это мировое общество, сообщество не позволит, а в том, чтобы, опять я говорю, на таком языке надо говорить, чтобы нас понимали, и мы понимали другие народы, и мы не казались угрозой для мира. Вот это нам надо сделать, добиться, чтобы нас никто не боялся. В том плане, что вот, понимали, что мы больше друзья, чем враги. Мегердо Хусейн, я думаю, на этом тогда мы закончим наш стрим. Я думаю, можно будет в воскресенье уже на чеченском языке собраться всем, то есть и до воскресенья обсудить. Надежда Легопозица интересен. Опять на эту тему
гражданин Кане Луиза, вот он просто коротко: надо построить светское государство, демократическое, тогда чеченцы будут хозяевами своей республики, а шариат, он все равно будет, будут суды, которые будут отдельно от светских судов. Вот здесь я просто хочу еще раз сказать, да, об этом не надо кричать. Да. Вот это то, что, о чем мы говорим. Мы мусульмане, у нас этого никто не отнимет. И Нас не там, отнимает никто. и никто не пытается, вообще это никакая не тема для разговоров. Шариат у нас будет или нет. Это уже наше внутреннее дело. Не надо об этом кричать на весь мир. Мы живем в шариате. Шариат – это право, да. Будьте честными людьми, Это порядочными. путь, Вы да. живете в шариате, и все. Ничего такого нету. Просто словами, когда кидаете шариат, тогда выживает, наоборот, опасение. Когда ты шариат произносишь после афганских, вернее, сирийских событий, да, уже люди, халифат там, Шариатские суды существуют в Англии, в Лондоне, да, да, где ничего такого среди нет. общины мусульман. Они всегда в советское время среди чеченцев существовали. Да, Все семейное, вообще все семейное право всегда решалось даже в советское время в соответствии с шариатом. Выдавали, да, хоронили, рождались, там все это было в соответствии с шариатом. У нас есть демократическая правовая конституция. В соответствии с ней мы построили государство. Мы пережили геноцид, две тяжелейшие войны. У нас все плохо, все тяжело, территория оккупирована. Людей душат, травят, топят, сжигают, и манипулируют нами, все, что делают. И нам нужно сейчас объединиться, донести до мира, что мы вот такой пострадавший народ. Есть конституция, есть все права у нас. И требовать свои права. И сейчас такое окно открывается. да, Окно Авертона оно называется, или как оно там называется, оно открывается, и есть окно возможностей. Мы можем донести, мы донесем в любом случае, с вашей помощью, без нашей, чеченский народ это донесет. И без нашей помощи он донесет. Но мы должны сейчас это сделать, потому что сейчас есть время возможностей. Мы ждали этого. Мы да, говорили об этом 2-3 года назад, 5 лет назад. Говорили, что события развиваются в этом направлении. Сейчас один момент, другой, третий. Оно все идет накопительный такой процесс. И у нас есть возможность, нас слушают, нас уже понимают. Да, Хусейна, Закаева, всех уже, со всеми уже говорят, мы никакие не исламисты, мы адекватнейшие люди, самые адекватные. И что мдухкуса Хусейн. Вот что да, нас ждет и что мы будем делать. И дай Бог, что у нас все получится. да, да, все Да, Мула. получится. Все Дерес будет. хуй Ичкерия. Дерес хуй Хусейн. Хуна, Дерес, спасибо, Хусейн, что ты так постоянно свое время посвящаешь этому времени, этой теме, всю свою жизнь ты ее посвятил, в принципе. Даешь нам дельные советы, умные советы, мудрые. Да, Аллах твой лату, Хусейн. Хусейн был кенти, да, ишма боль ночи омна. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Хусейн, тебе слово. Да, Дейдрис Хоймасана Ладвохана. Всем огромное спасибо. Мы с удовольствием общаемся с той стороной экрана. Нам приятно общаться, приятно с вами читать ваши комментарии, разговаривать с вами. Мы все это делаем для вас и для нас. Понимаете, вот так вот. Все для вас и значит и для нас самих. Да. Поэтому все, что мы будем сообща делать, результат получим только в том случае, когда будем настоятельно идти тем путем, который мы с 91 года взяли, этот курс на свободу и независимость нашего народа, что Да, в Мула. дальнейшем позволит освободиться и другим народам, естественно. Да, Мула. Да, Мула. Мегарду. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Все будет Ичкерия. Да, все Адикер, будет спокойной Ичкерия. ночи. Ассаламу алейкум.